Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Коротко о главном. Демонтаж незаконной постройки продолжился. Специальный репортаж из Пицунды. Замена водопроводных труб. На пересечении улицы Дзария-Адыгейской в Сухуми ведутся ремонтные работы. О возможностях создания безбарьерной среды в городе. Семинар в Аисе. В Пицунде-Муссырской заповедной зоне сегодня продолжились работы в рамках исполнения судебного решения о сносе незаконной постройки на территории заповедника. Кроме того, на рассмотрении в Верховном суде находятся еще 2 дела о незаконном строительстве. На месте демонтажа объекта сегодня побывали наши корреспонденты. Репортаж Ирины Аршба. Еще в апреле месяце текущего года Эрик Хагуш, владелец на тот момент строящегося объекта на территории Пицунда-Муссырского заповедника, был предупрежден о незаконности своих действий. Несмотря на это, он все же продолжил строительство. И вот по решению Верховного суда Абхазии 7 ноября судебные исполнители приступили к исполнению судебного решения о сносе незаконной постройки. Вначале была проведена опись имущества, затем начался разбор объекта. 7-8 ноября в результате проведенных мероприятий службой судебных исполнителей совместно с Министерством внутренних дел и Министерством по чрезвычайной ситуации в Пицундско-Муссырском заповеднике проведено снос незаконно возведенной гостиничного объекта, принадлежащего Хагуш Эрику. И в дальнейшем я бы, конечно, просил бы наше население при возведении разного рода строений, частных или там гостиничного типа объектов, обязательно получать соответствующие необходимые документы в органах компетентных соответствующих органах власти. Судьба еще 2 объектов, построенных на территории Пицунда-Муссырского заповедника, на данный момент решается в суде. Как только по ним примут решение, они также будут исполнены. Многие решения судей зависали в воздухе, а сейчас этого не будет, потому что мы строим правовое государство, и, соответственно, решение судей будет выполняться. Строительство различных объектов без сопровождающих документов имеет место по всей Абхазии. По мнению Аслана Кубахи, одной из главных причин этого является задержка рассмотрения и оформления бумаг, которые иногда залеживаются в кабинетах по нескольку лет. В органах государственной власти порой работают чиновники, которые мучают людей с оформлением, со всеми. За этим надо жестко следить, особенно главам администрации. Чиновники среднего звена, которые, понимаешь, бумажки перекладывают по несколько месяцев, не дают разрешения. Там, где действительно нет причин отказывать. Демонтаж незаконной постройки проводится в спокойной обстановке. Вся мебель и стройматериалы складируются и затем могут быть повторно использованы. По словам главы администрации города Пицунды Виталия Хутаба, Эрику Хагуш будет выделен другой земельный участок для строительства. Возможности оформления земельного участка есть. Уже земля практически выделена. Он обратится с заявлением, мы, конечно, поможем в решении данного вопроса. Следует отметить, что демонтаж постройки осуществляется за государственный счет. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Проблемам профилактики и ликвидации йодной недостаточности среди населения было посвящено совещание в правительстве, которое провел сегодня премьер-министр Беслан Барци с представителями Министерства здравоохранения, образования и науки и Народного собрания. Предлагались конкретные меры решения проблемы. Какие именно, расскажет Царесмэр. Проблема йододефицита в республике существует и представляет потенциальную угрозу для здоровья населения. Такое заключение сделало Министерство здравоохранения Абхазии по результатам обследования детского населения и беременных женщин в стране, осуществленное с участием ЮНИСЕФ и Ассоциации медицинских работников. Проанализировав, повторяю, все эти результаты, наши ведущие врачи-эндокринологи, педиатры, психиатры, неврологи, представители Ассоциации медицинских работников Республики, Минздрава и врачи выработали, ряд рекомендаций, которые адресованы уже нам. Но вопросы эти необходимо приступить к реализации после широкого освещения этой проблемы. Это законодательная работа, это работа с поставщиками соли в Абхазии, профилактическая работа, это лечебная работа, санитарно-просветительская работа, создание законодательной базы по профилактике йододефицита. Нехватка йода снижает интенсивность энергообмена в организме, в результате чего он слабеет. В сосудах накапливается холестерин.
Увеличивается вероятность развития инфарктов и инсультов. У детей из-за йододефицита может затормаживаться общее развитие, ухудшится слух, способность учиться. Проблема йододефицита актуальна не только в Абхазии, но и во всем мире. В разных странах разрабатываются различные программы профилактики, а также способы решения этой проблемы. Наши специалисты выезжали за рубеж, в другие страны, Содружество независимых государств в том числе, где знакомились с подобной проблемой в этих странах и путях ее решения. Думаю, что вот тот опыт, который уже он наработан, мы можем внедрять эти программы. У нас есть поддержка в плане продолжения в дальнейшем тренингов соответствующих, как для медработников, так и для работников образования, для родителей детей, то есть для того, чтобы довести объективную и в полном объеме информацию. Депутат парламента Абхазии Алхас Джинджолия, врач по образованию, развеял мифы о содержании достаточного количества йода в тех или иных фруктах. И в частности о том, что жители приморских стран не могут страдать от йододефицита. По результатам исследований выяснилось, что наиболее эффективным способом решения проблемы является добавление йодированной соли в пищу. Проблема есть, ее немедленно надо решить. Тем более она не требует каких-то больших затрат, каких-то вливаний. Простые, достаточное решение. В первую очередь обязать с помощью той же СЭС, допустим, обязать использовать йодированную соль в детских учреждениях, в пунктах общепитов, там, где концентрируются те же военнослужащие, скажем. Программа по замене обычной соли на йодированную в детских садах и школьных заведениях вынужденная, и она уже начата. Контроль относительно исполнения этого приказа уже производится. Относительно вопроса внедрения йодированной соли, я думаю, министерству не понадобится столь продолжительный срок, как в месяц. Мы, думаю, раньше управимся с тем, чтобы во всех образовательных учреждениях в питании детей использовалась йодированная соль. По словам заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Шамба, ситуация была детально изучена. Необходимо регулировать продажу обычной соли, а также запретить ее использование во всех заведениях общественного питания. Также в ближайшее время планируется отменить налог на добавленную стоимость при ввозе большой партии йодированной соли на территорию Абхазии. Специалисты считают, только такими существенными методами можно решить проблему йододефицита в нашей стране. Цария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал ведет работы по замене водопроводных труб на пересечении улиц Дзидзари и Адыгейская. Работы ведутся в рамках российской инвестиционной программы. В связи с ремонтом в части столицы была приостановлена подача питьевой воды. На пересечении улиц Адыгейская и Дзидзари сотрудники Сухумского водоканала проводят капитальный ремонт главного трубопровода, снабжающего питьевой водой центральную и нагорную часть столицы. Этой стальной трубе около 60 лет. На небольшом участке уже более 10 утечек. Чуть ли не каждую неделю специалисты здесь устраняли возникшую проблему. Но, как оказалось, этого было недостаточно. Тогда и было принято решение о замене ветхой стальной трубы на новую, полиэтиленовую. При этом в некоторых участках специалисты старую неповрежденную трубу будут соединять с полиэтиленовой. Материал стальная труба и полиэтиленовая – это не так легко, чтобы в течение часа, чтобы их можно было соединить. Здесь есть такие нюансы, здесь надо будет материал полиэтилен на сталь. Это надо, есть неразъемное соединение, специально называется, она неразъемное соединение. Есть втулка флянец, флянцевое соединение. Мы сегодня выполняем флянцевое соединение. Этому специалисту-сварщику нелегко. Каждый не может так быстренько сварить. Но есть у нас специалисты, слава богу, у нас есть со стажем работники, сварщики. Они эту работу сегодня выполняют. И я уверен, они надежно его выполнят. Протяженность новой трубопроводной линии по улице Адыгейской составляет 300 метров. От данной линии исходит второй трубопровод до села Яштхо. Его протяженность составляет около 2 километров. Мы его проложили уже, но мы сегодня туда не подаем воду. Мы еще должны людям еще выхода сделать, а потом общий переключим. Люди должны нас понимать, что без остановки у нас не получается переключение, потому что заборные арматуры, они же старые, они не держат. Благодаря, что мы новые линии укладываем, мы устанавливаем новые запорные арматуры.
Работы по прокладке нового трубопровода на улице Адыгейская проводятся за счет средств Российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. На них выделено 6 миллионов рублей. Работы по замене 300-метрового трубопровода завершатся уже в среду. Между тем, работники водоканала, и не только Сухумского, часто сетуют на то, что население весьма неохотно платит за воду. Сегодня только около 20% жителей столицы оплачивают эту услугу. А ведь если абоненты, то есть мы с вами, будем своевременно платить за воду, это, несомненно, ускорит работу специалистов, и проблем будет значительно меньше. Аля Катрапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Ассоциация инвасодействия и общественная коалиция за равные возможности в партнерстве с Московской региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» организовали двухдневный семинар на тему «Доступная среда и универсальный дизайн». Возможности создания безбарьерной среды в городских условиях для людей с любыми особенностями – главная тема обсуждения. Подробности в материале Рената Шакая. К участию в семинаре были приглашены представители государственных и бизнес-структур, общественных организаций, а также все желающие, кому интересна данная тема. Тренером семинара выступила специально приглашенная гостья из Москвы, руководитель отдела по универсальному дизайну общественной организации инвалидов «Перспектива» Мария Генделева. Универсальный дизайн – это дизайн объектов, которые могут в полной мере использоваться всеми людьми без необходимости специальной адаптации или специального дизайна. Данный семинар проводится для работников социальной, строительной и архитектурной сферы. Уникальность методики организации «Перспектива» состоит в том, что в команду экспертов входят люди с различными видами инвалидности. Это помогает максимально широко оценить все недостатки и возможности территории. Могу сказать, что вот за 14 лет, пока я на коляске, если сравнивать то, что было 14 лет назад и то, что происходит сейчас, это просто небо и земля. Мне кажется, это какой-то огромный вселенский шаг в сторону инвалидности, в сторону инклюзии. Но мы к этому шагу пришли не очень быстро, да, не прям вот так вот скоро и безболезненно, но были паралимпийские игры, где люди с инвалидностью доказали, что они хотят приносить пользу, они хотят прославлять свою страну. И мне кажется, что власти увидели, что эти люди действительно могут работать наравне со всеми, что у них огромный потенциал, что это люди, которые стремятся к победе, стремятся к результату. И мне кажется, это тоже был большой шаг, когда достижения в спорте, да, сказали о том, что люди очень целеустремленные. И, возможно, власти поверили, что если люди целеустремленные в спорте и могут добиваться каких-то результатов, может быть, они могут и также быть трудоустроены и вместе со всеми быть хорошим профессионалом. Человеку без инвалидности иногда просто не приходит в голову, что и каким образом может оказаться неудобным для другого человека. К примеру, дизайн самой обычной раковины ужасен, потому что человек на коляске упирается коленями и не может подъехать близко. Выключатель расположен слишком высоко для человека в коляске, а дверную ручку никогда не сможет открыть тот, у кого плохо функционируют руки. Мы надеемся, что в рамках этого семинара потом у нас будет круглый стол и много других всяких мероприятий в деятельности нашей коалиции, где мы сможем сложить усилия государственного сектора, общественного сектора, бизнес-структур, потому что отдельно никто не может такую глыбу поднять, а вот путем такой кооперации и, в общем-то, наше медиапространство, наши СМИ, мы сможем, объединив усилия, добиться результата. На семинаре присутствовал и глава столичной администрации. Как отметил Атгур Харазия, подобного рода тренинги помогают изучить общую городскую среду, понять, удобна и доступна ли она для всех – людей с инвалидностью и без, детей и пожилых, велосипедистов и родителей с детскими колясками. По инициативе организации «Инфосодействие», которую возглавляет Хагушев, 2 года мы с этой организацией сотрудничаем, и за эти 2 года все, что мы строим новое в городе, будет кафе, рестораны или дороги или тротуары, мы учитываем их рекомендации, и они постоянно следят за этим. И с учетом их рекомендаций мы все это делаем, и я думаю, что есть определенные плоды. Конечно, надо больше внимания уделять тем постройкам, которые уже есть. Даже здесь на лекции вы слышали о том, что вот сама ведущая, она жила в доме 5-этажном, где этого не было. Ну, и у нас то же самое, та же картина.
в жилых домах советских времен, там нет никаких удобств для таких инвалидов. Их надо вновь создавать. Это, конечно, упирается в большие денежные вливания. Но что делать? Мы обязаны постепенно приводить эти дома в соответствии с нормами, которые требуются для инвалидов. Второй день семинара будет посвящен оценке зданий, сооружений городской инфраструктуры на предмет доступности для человека с любой формой инвалидности. Желающим будет предоставлена информация о том, как человеку с любыми особенностями чувствовать себя комфортно в городской среде. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В рамках проекта Министерства культуры России «Большие гастроли-2017» актеры Русского театра драмы выступают на сцене театра оперетты в Пятигорске с двумя спектаклями – комедией Гоголя «Ревизоры» и сказочным вестерном «Братец кролик и братец лис». Из Пятигорска сухумские артисты отправятся в Элисту, где 11 и 12 ноября запланированы спектакли в Национальном драматическом театре. Ну а сейчас о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем 17-19 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.